Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем момент трагедии на улице Мавлютова в Казани. Я его не заметил. А он внезапно как-то вышел? Я его вообще не видел. 20-летний студент медколледжа погиб под колесами «Газели» на тротуаре. Расскажем о гостеприимной супружеской паре. Почему семьей заинтересовались полицейские? Здесь в квартире что сегодня делали? Изготовляли. Готовили и угощали зельем друзей на глазах у маленького ребенка. А также, какой номер провернул с 20-летним бугульминцем мошенник из Волгограда. За что вы задержаны? Подозрение в мошенничестве. Сколько парень отдал за мнимые цифры? Это и не только прямо сейчас. 20-летний студент медицинского колледжа погиб сегодня под колесами «Газели» на улице Мавлютова. Он стоял на тротуаре у своего учебного заведения, смотрел в телефон. В этот момент грузовик, двигаясь задним ходом, проехал прямо по молодому человеку. У него не было ни малейшего шанса выжить. Опасности, судя по всему, он не видел. «Газель» ехала у него за спиной. Елена Соляхова с места трагедии. Я не хочу на эту тему сейчас говорить. Водителю «Газели» 23 года, за рулем из них 2. Говорит, ездить старается аккуратно, в происшествие не попадал. Это утро изменило все. Я его не заметил. А он внезапно как-то вышел? Я его вообще не видел. Все произошло утром возле медицинского колледжа на улице Хусаина Мавлютова. Как рассказал водитель «Газели», он привез воду как раз в это образовательное учреждение. Встал, как обычно, на тротуаре, чтобы разгрузиться. Выезжал обычно по той же дороге, как и заехал. Стал сдавать назад, и тут же закричали прохожие. Сперва не понял, что нужно, но остановился и вышел, и пришел в шок. Под колесами «Газели» находилось тело молодого человека. У него не было ни малейшего шанса выжить. Потом уже узнал, что ему было всего 20, он был студентом. В момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень стоял спиной к «Газели» и не видел опасности. 15 апреля 2021 года автомобиль марки «Газель», двигаясь по тротуару со стороны улицы 1 Калининградское, направление улицы Мавлютова напротив дома 34, не убедившись в безопасности, совершил наезд на пешехода, находящегося на тротуаре. В результате полученный травм скончался на месте. Восстанавливать всю картину произошедшего теперь будут автоинспекторы и следователи. Степень вины водителя «Газели» будет определена в рамках расследования уголовного дела. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Административный материал в настоящее время направлен для принятия решения Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан. Но избежать лишения свободы он, вероятно, может только в том случае, если родные погибшего юноши смогут его простить и попросят уже в суде закрыть дело за примирением сторон. Елена Соляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Toyota Land Cruiser и Kia Rio не смогли разъехаться сегодня в вечерний час пик на пересечении улиц Московской и Парижской коммуны. Удар был таким, что легковушка передвигаться своим ходом больше не может. Благо, люди в аварии не пострадали. Никто из автомобилистов не стал признавать свою вину. Оба перекладывали ответственность друг на друга. Нафиса Минязова разбиралась в ситуации. Удар пришелся в переднюю правую часть Kia Rio. Легковушка получила значительные повреждения и больше не может передвигаться своим ходом. Но это совсем не главная причина того, почему участники аварии не спешили ехать в центр оформления ДТП и остались на дороге дожидаться автоинспекторов. Оказалось, что никто из водителей не стал брать на себя ответственность за столкновение. Разбираться надо, потому что час пик был, много движения было, суета была. И он говорит на зеленый, и я должен был завершить маневр, у него загорелся зеленый, вот так, чуть-чуть спорный. То есть у вас мигающий уже, да, был зеленый, я так понимаю? Да. Водитель Kia, пересекавший перекресток с улицы Парижской коммуны, уверял, что по правилам дорожного движения имел приоритет, и водитель внедорожника просто обязан был его пропустить. Но с этим категорически не согласился ни водитель Тойоты, ни его товарищи. Остановился на красный, зеленый загорался, он поехал. Ну, откуда не возьмись, он поехал сам. Наверное, хотел проскочить, не получилось. То есть он уже не завершал маневр, да, думаете? Ну, не знаю, каждый же себе прав, что ли, да? В этом споре, говорит водитель Тойоты, у него есть преимущество. Запись момента аварии на видеорегистраторе. Возможно, именно она поставит финальную точку в поиске виновника аварии на детальном разборе в ГИБДД. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Гостеприимной супружеской парой заинтересовались полицейские Альметьевска. Оперативники установили, что супруги угощали своих многочисленных друзей тем, что готовили сами. Все бы ничего, только угощение варили из пищевого мака и ацетона. Причем производили и употребляли наркотики прямо на глазах своего маленького ребенка. Соседям и ароматы, и постоянные гости из-за стеной надоели. Они сообщили о своих подозрениях в полицию. Диляра Юсупова расскажет подробности истории. Здесь в квартире что сегодня делали? Изготовляли. Что изготовляли? Вроде бы обычная семья, муж с женой, обоим около 40. Маленький ребенок. Они были очень гостеприимные, любили готовить. Малыш был все время рядом. С радостью почивали гостей, но не всех. Оперативникам были не рады. Когда стражи порядка проникли в квартиру, там как раз угощался один из друзей хозяев дома. Варили мак. Мак уж да, получается. Из семян мака, получается, изготавливали наркотические средства. Да. Сегодня здесь употребляли в квартире? Да. Во время обыска в квартире полицейские обнаружили упаковки с кондитерским маком, бутылки из-под ацетона и шприцы. Посетители злачного места привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. А в отношении гостеприимных супругов было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Сейчас пара находится под подпиской о невыезде. Диляра Юсупова, Елена Саляхова, вызов 112. 72-летний житель Альметьевска едва не попался на удочку мошенников и чуть не лишился своих последних сбережений. Мужчине позвонил неизвестный ему человек, который представился капитаном полиции, и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит. Пенсионер так сильно испугался, что невольно проговорился о своих сбережениях. После этого его попросили утром приехать в банк и обналичить деньги. Вас беспокоит МВД России. Такой человек. Вот, мы хотим ваши сбережения защитить от мошенничества. В последнее время среди работников Сбербанка мошенницы очень много появились. Однако позже пенсионер почувствовал неладное и решил сам обратиться в полицию. Он дошел до ближайшего отдела. К этому моменту ему позвонил все тот же мужчина, трубку взял дежурный. Услышав в телефоне посторонний голос, звонившие тут же сбросили и отключили свой аппарат. 14,5 тысяч рублей готов был выложить 20-летний житель Бугульмы за 3 очень понравившиеся цифры, которые спал и видел на своем автомобиле. Случилось чудо, нашел заветный номер в продаже. Деньги продавцу перевел не раздумывая. Время подумать у него появилось после того, как продавец просто исчез. Поразмыслив, молодой человек пришел к выводу, что его просто обманули, и обратился в полицию. Подробности истории расскажет Алия Хайруддинова. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 26. За что вы задержаны? Подозрение в мошенничестве. Оказался в Бугульме 26-летний житель Волгограда отнюдь не с гостевым визитом. Сюда его привезли стражи порядка и тут же отправили в изолятор. Его подозревают в мошенничестве. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление 20-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой мошенника. Потерпевший пояснил, что нашел в социальной сети объявление о продаже автомобильных госномеров. Необходимым условием для совершения сделки было перечисление денежных средств на указанный продавцом абонентский номер. Ничего не подозревая, молодой человек перевел продавцу 14,5 тысяч рублей. Ждал, когда мужчина ему перезвонит и скажет, когда он сможет передать покупку. Однако звонка никакого не поступило, а когда юноша решил сам ему позвонить, тот уже был недоступен. Поняв, что стал жертвой мошенника, обратился с заявлением в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 26-летний житель Волгограда. Сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого. Если вина задержанного будет доказана, то вернуться домой в ближайшие несколько лет он вряд ли сможет. Полицейские не исключают, что жертвами его действий, помимо 20-летнего юноши, могли стать и другие. Алия Хайруддинова, Елена Саляхова, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.